Сегодня первыми из музыкальных творческих коллективов Татарстана вышли на трудовую вахту музыканты Государственного симфонического оркестра Республики под руководством Александра Сладковского. Сразу же после вступительных слов музыканты приступили к репетиции ранее неисполняемой в Казани 9-й симфонии Малера. Сложного многослойного произведения. И погрузились в атмосферу почти что мистическую. Слово нашему культурному обозревателю Дмитрию Пивоварову. Очень впечатление тьма. Вернувшиеся из отпуска музыканты прокручивают несколько моментов очередного сезона, связанного с освоением новых сочинений и географией выступлений. В первую очередь, это работа на сцене Мариинского театра, концерты, связанные с юбилеем Союза композиторов Республики, или визиты в Казань целой россыпи не только опробированных имен, но и делающих погоду в исполнительском мире Бориса Березовского, Михаила Плетнева, Владимира Федосеева или Дениса Мацуева, например. Через несколько секунд наступает иная атмосфера. 9-я симфония австрийского симфониста Густава Малера завершит рахлинские сезоны лишь в 2015 году. Такая музыка дает мощный настрой на освоение не только таинственной и романтической атмосферы одновременно, но и на ощущение своего присутствия в нынешнем мире. Для того, чтобы ощутить атмосферу сложнейшего музыкального произведения, в него нужно войти сразу, пока есть силы. Впрочем, помимо Малера есть еще один автор, которого нужно освоить. Шостакович стучится в двери. По той причине, что в 2016 году 110-летие будет отмечаться Дмитрия Дмитриевича. Человека, который совершенно невероятным образом, самым, наверное, реалистичным звуком отразил эпоху. А вот Симона Кермис, барочная певица, которая выступит в Казани 30 августа, подарит горожанам арии из опер эпохи галантного века и августейших особ. Мы не экспериментируем, особенно на Казанской осени. Сегодня артисты знакомятся с планами и обсуждают профессиональные вопросы. Кто-то делится накопленным. Например, музыкантов Моносыповых, играющих в оркестре, родился сын. Так что число наследников татарстанского классика продолжает расти. Дедушка основал наш род музыкальный. Мы все идем по его стопам. И думаю, в дальнейшем наши дети тоже продолжат его начинание. Мы, конечно, еще не решили, чем будет заниматься наш сын. Но то, что одно из его увлечений будет музыка, я в этом не сомневаюсь. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».